Всемирный банк даст $24 миллиона таджикским селам, которые расположены вдоль линии проекта «Чася-1000». Средства будут направлены на модернизацию инфраструктуры поселений. Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил безвозмездное финансирование в размере $24 для улучшения электроэнергетической инфраструктуры в сельских районах Таджикистана, предоставляемое за счет средств Международной ассоциации развития. Финансирование будет направлено на улучшение состояния местной инфраструктуры сел, которые расположены вдоль линии электропередач регионального проекта «Часа-1000». Центральная Азия, Южная Азия, сообщает пресс-служба Всемирного банка. Подрядчики приступают к строительству таджикских объектов ЛЭП «Часа-1000». Отмечается, что в рамках данного финансирования планируется восстановить и модернизировать инфраструктуру и оборудование на уровне сел для повышения надежности и качества услуг электроснабжения. Кроме того, будут выделяться малые гранты селам для финансирования малой по своим масштабам социально-экономической инфраструктуры объектов, которые выбираются самими сообществами, говорится в сообщении. По данным Всемирного банка, данная программа охватит 60 сел в Сагдийской, Хатлонской областях и РРП. Кроме того, за счет предоставляемых средств планируется построить электрическую подстанцию и распределительную сеть ИСФАР-1 в одноименном городе на севере республики. Дополнительные $2 миллиона для реализации этих целей выделяются из средств многостороннего трастового фонда доноров «Часа-1000». О проекте. Региональный проект «Часа-1000», направленный на содействие торговли электроэнергией посредством линии электропередачи в Кыргызстане, Таджикистане, Афганистане и Пакистане, теперь перешел в стадию строительства, говорится в сообщении Всемирного банка. Еще в начале этого года в Минэнерго Таджикистана сообщили, что шведская компания АФ и индийская компания Kalpataru Power Transmission Ltd приступили к строительству объектов на территории республики. Соглашение с этими компаниями Барки Точук подписал в сентябре прошлого года. Они уже получили предоплату и приступили к осуществлению взятых на себя обязательств. Специалисты компании Kalpataru занимаются строительством участка линии электропередачи переменного тока 500 кV на севере республики, а также линии от подстанции Рега до конвертьерной подстанции, которая будет возведена на Сангтуде, и далее до границы с Афганистаном. Возводить конвертерную подстанцию в Сангтуде стоимостью $160 миллионов будет шведская компания АФ. В Минэнерго отметили, что работы по реализации проекта также начались на территории Кыргызстана, Афганистана и Пакистана. В настоящее время не существует каких-либо трудностей для реализации проекта. Линия должна быть сдана в эксплуатацию в конце 2021 года, добавили в министерстве. Проект «Часа-1000» предполагает поставки электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан. Ожидается, что 70% электроэнергии, которая поступит по ней в Афганистан и Пакистан, будет из Таджикистана, 30% из Кыргызстана. Общая стоимость проекта составляет свыше $1 миллиарда. Средства для строительства инфраструктуры на территории Таджикистана, по последним данным Барки Точук, составит $351 миллион. Пакистанская сторона решила включить в соглашение о закупке электроэнергии Рауэрпур-Часи Agreement статью об обратном потоке. Данный вопрос пакистанские энергетики намереваются обсудить со своими таджикскими коллегами. Согласно подписанному между правительствами Таджикистана и Пакистана соглашению о закупке, после сдачи в эксплуатацию «Часа-1000» Пакистан будет импортировать 1000 мегаватт электроэнергии в час из Таджикистана в летний период, с мая по сентябрь. За каждый киловатт энергии Пакистан готов платить Таджикистану 9 центов.